Вы смотрите travel-шоу «Терка». В каждом выпуске два человека из соседних регионов меняются местами, и мы вместе с ними пытаемся выяснить, в чем кардинальное различие или же сходство этих городов. Меня зовут Ваня Мещихин, и сегодня мы в Йошкар-Оле и в Чебоксарах. В каждом городе мы проведем по 2 дня и попытаемся выяснить, куда необходимо сходить, где поесть и что обязательно стоит увидеть. Ну а сейчас самое время познакомиться с нашими героями. За моей спиной находится граффити, посвященное Афанасию Никитину. Это был тверской купец, путешественник, один из первых европейцев, который добрался до Индии. Он вел путевые заметки, которые известны под названием «Хождение за 3 моря». Ну а мы, наконец-то, добрались до Йошкар-Олы. И я вижу, что наша героиня Тоня тоже уже приехала. Тоня, привет! Привет! Как добралась? Чудесно, выспалась. Это Тоня. Она приехала в Йошкар-Олу из Чебоксар. Там она работает в студии танцев, а в свободное время любит вышивать крестиком и путешествовать. Всего 100 километров разделяют Йошкар-Олу и Чебоксары, и действительно доехать нет никакой проблемы, потому что ходят маршрутки, можно заказать, стать попутчиком у кого-то. А это Максим. Он работает на радио в Йошкар-Оле, а также занимается стендап-комедией. Сколько времени у тебя занял путь из Йошкар-Олы в Чебоксары? Кстати, очень быстро. Мы где-то за час прям очень хорошо по пустой дороге доехали, потому что утром мало людей ездит. Местные жители сказали, что Йошкар-Олу можно пройти от одного конца до другого за 2, может быть, 2,5 часа. Поэтому мы решили пешком прогуляться до центра города. А ты знаешь, что значит Йошкар-Ола в переводе с марийского? Нет. Йошкар-Ола значит «красный город». Но мы, похоже, находимся в синем квартале этого красного города. Синяя часть красного города. Ну, с точки зрения красоты они привлекают внимание. Но мне кажется, жить там вообще ужасно. Да, это точно. Ну да, Йошкар-Ола очень зеленый город. Очень много деревьев, парков, скверов, ну, цветочки, все везде такое. Вроде красивенькое, вроде заботливо, а вроде и не до конца. Мы сейчас находимся на улице Купца Ефремова, я подглядел на табличку. Ее называют местным Арбатом. Небольшая пешеходная улица, очень приятная. И здесь находится несколько интересных арт-объектов. У тебя была какая-то история про маленького принца? У меня на самом деле очень много историй. «Маленький принц» — это первый спектакль, в котором я сыграл в своей жизни. Ты играл розу, я играл лисенка? маленького принца. И я тогда прям влюбился в Экзюпери, именно в эту книгу. Самая главная фраза, которую нужно запомнить раз и навсегда: мы в ответе за тех, кого приручили. Центром притяжения в Чебоксарах является набережная Чебоксарского залива, которую как раз отремонтировали и облагородили перед нашим приездом в город. Макс, можешь ли ты мне рассказать, какие у тебя первые впечатления о увиденном, о городе? Мы находимся здесь всего несколько часов. Но из того, что я увидел, мне безумно понравился поющий фонтан. Он прямо восхищает. Восхищает своей ритмичностью. И классическая музыка, она сама по себе очень прекрасна. А в совокупности с поющим фонтаном это нужно просто видеть. У каждого города есть своя визитная карточка. В Париже это Эйфелева башня. В Риме это Колизей. В Унях это сарай моего деда Славы. Ну а как только вы окажетесь в Чебоксарах, то сразу же увидите 46-метровый монумент, посвященный матери-покровительнице чувашского народа. Прямо сейчас за моей спиной Спасская башня Московского Кремля, а слева Спас на Крови из Санкт-Петербурга.
это значит только одно, что мы находимся на набережной в Йошкар-Оле. Друзья, как видите, с погодой действительно не угадаешь, поэтому на мне дождевик, а в кармане солнечные очки. И если в Чебоксарах сейчас примерно светло, тепло и солнечно, то Йошкар-Ола оправдала ожидания, и прогноз действительно оказался верным. Прямо здесь, в самом центре Чебоксар, сочетается несочетаемое. Впрочем, как и везде, ведь Россия — это действительно страна контрастов. Рядом с монументом мы можем увидеть прекрасный вид на залив, новые красивые дома и сохранившиеся деревянные домики с огородами. Прошло ровно 2 часа, и стоило мне только найти зонт, как сразу же выглянуло солнце. Хотя нет, и в жару зонт тоже может пригодиться. А это набережная Брюгге. Визитная карточка Йошкар-Олы. Нет-нет, я не оговорился, просто так называется район в самом центре города. Здесь все здания выдержаны во фламандском стиле с элементами северной готики. Когда оказываешься здесь впервые, очень сложно подобрать слова, чтобы описать впечатление от этого островка Бельгии посреди провинциальной России. Мало какой город может похвастаться сразу 2 красивыми и удобными набережными. А вот Чебоксары могут себе это позволить. Пройдя совсем недалеко от залива, мы оказались на Московской набережной, с которой открывается потрясающий вид на Волгу. Эту набережную тоже недавно облагородили и полностью отдали пешеходам, за исключением пары велодорожек, чем мы и решили воспользоваться. Скажу честно, когда мы шли на набережную, у нас был план прокатиться на катамаране. Но когда мы подходили к лодочной станции, Тоня увидела такой плавательный объект, который мы просто не могли пройти мимо. Кстати, Тоня, ты умеешь плавать? Да. Это очень хорошо. Скажу честно, я первый раз на вот таком транспорте, и поначалу это очень страшно. И адреналин, он прям бурлит в тебе, а потом становится просто офигенно. И ты начинаешь чувствовать дорогу и свой транспорт, и просто получаешь удовольствие. Поэтому я дальше кайфовать, не знаю, как вы. Я полностью согласен с Максом. На первый взгляд, когда ты смотришь на этот самокат, ты думаешь, ну, самокат, ну, на батарейках. Но когда ты встаешь на него первый раз, когда ты первый раз поддаешь газку, ты понимаешь, что это. Особенно здесь, в Чебоксарах, классная, длинная, ровная набережная, куча велосипедистов, людей на скейтах, на каких-то веломашинах. Йошкар-Ола красивая. Центр прям чудесный, если честно. Даже, возможно, Чебоксары уступают. А так, Йошкар-Ола мне показалась какой-то маленькой, компактной, что ли. Она малоэтажная какая-то вся. По сравнению с нашим городом какая-то более провинциальная, что ли. Изначально Чебоксары строились вдоль реки, что логично и типично. Но когда город стал разрастаться, он захватил местные холмы, и перепад высот в городе достиг 150 метров. Передвигаться по городу очень удобно на общественном транспорте, тем более почти все остановки оснащены специальными табло, на которых можно увидеть номер маршрута и через сколько он приедет. В Чебоксарах 3 основных вида общественного транспорта. Это троллейбусы, автобусы и маршрутки. Общественный транспорт в Йошкар-Оле точно такой же, как в Чебоксарах, но его внешний вид более уставший, что ли. На остановках нет таких красивых и красочных табло, а про состояние дорожного полотна нужно разговаривать отдельно.
пробежки, прятки от дождя забирают очень много сил и холодно. Я знаю, как восстановить наши силы и вернуть нам тепло. Это значит, что нам нужно поесть. Тоня посоветовала нам попробовать пиццу в пиццерии Ник. Мы находимся тут же в самом центре у залива в Чебоксарах. Как она сказала, она всех гостей города, своих друзей, которые приезжают к ней в гости, водит сюда. Сейчас посмотрим, насколько здесь вкусно и классно. И закрыто. Наше путешествие проходило в середине июля, когда многие регионы только начинали снимать ограничения, связанные с пандемией коронавируса. И почти все вокруг было закрыто. Наконец-то мы добрались до еды в Йошкар-Оле. Как вы видите, мы сидим на летней веранде, потому что есть в помещениях, в Йошкар-Оле еще запрещается. Во-первых, что хочется отметить, очень круто, что здесь, рядом с заливом, на набережной, есть вот такие столики, скамеечки, не просто место, где можно посидеть, но и принести с собой какую-то еду и ее здесь попробовать. Сейчас мы будем пробовать местные хот-доги, которые нам порекомендовал Макс. Я люблю поострее, я заказал себе чили хот-дог. Что выбрала Тоня? А у меня хот-дог Цезарь. В период пандемии очень важно не забывать о гигиене. Пау! О, не пожалел. От души прям. От души. Я тебе не говорил, что... Да, я не говорил тебе, что это челлендж. Пиццы такие маленькие, по 20 сантиметров всего. Одна из них сладкая, другая не сладкая. Не, ну, кстати, в целом неплохо, но когда вот такая мощная сырота, в какой-то момент ты перестаешь чувствовать вкус. Это тяжело засунуть в рот. Слова моей бывшей. На вкус напоминает ветчина с яйцом и сыром. Такое тесто не тонкое, как называют американские пиццы на толстом тесте. Эта пицца напоминает фильм какой-то американский, то есть по вкусовым ощущениям, когда ты смотришь, как завтракают американцы, у них всегда такие, знаешь, на сковородке поджаренный вот этот бекончик, все вот это так выглядит вкусно. А вообще похоже на Цезарь в хлебе с сосиской. Неожиданно. Нет, это вкусно, достаточно вкусно. И сосиска ничего такая, но в рот это не влезает. Как ты оценишь этот хот-дог? Ну, на 7. 7 на 7 из 10. 1 это бургер, 10 это стейк-рибай. Давай, я дам пицца, пицце оказывается... на 8. 8. А вообще очень уютненько. Достаточно чисто. Стильно. Мне нравятся бочки. А мне нравятся искусственные растения. Закрыты были и все музеи. Вот некоторые из них, куда мы хотели попасть, но так и не попали. Музей Василия Ивановича Чапаева вообще оказался закрыт на реконструкцию. Научно-технический музей истории трактора в Чебоксарах не работал, но нам удалось достать оттуда несколько кадров с выставки. Особенно обидно было из-за пары, на которую я возлагал большие надежды. Это музей сыра в Йошкар-Оле и музей пива в Чебоксарах. А сейчас будет моя любимая часть. Я расскажу вам про легенды и мистику Йошкар-Олы и Чебоксар. Самое страшное место в Чебоксарах притаилось прямо на пешеходной улице в центре города. С виду это обычный памятник, посвященный Ильфу и Петрову, на котором изображены Остап Бендер и Киса Воробьянин. По легенде, если на него сесть, то можно забеременеть. А в Йошкар-Оле прямо напротив ЗАГСа стоит памятник звездной паре актрисе Грейс Келли и князю Монако Ренье III. По легенде, если девушка потрет кольцо актрисы на памятнике, то скоро и сама выйдет замуж. Последовательность сесть на стул в Чебоксарах или потереть кольцо вы выбираете сами. Молодым людям предлагают потереть рукоятку шпаги князя Монако, видимо для того, чтобы шпага их никогда не подвела. Возвращаемся в Чебоксары. Здесь, прямо на набережной, в 2016 году открылись ворота в никуда. Причем в прямом смысле они никуда не ведут. И открылись, это тоже образное выражение, как вы понимаете.
Официально они называются «Ворота в подземный город Чебоксар», но никаких подтверждений этому, естественно, нет. По легендам, в этих подземных ходах прятались православные священники от чувашских язычников. В итоге это просто получился красивый арт-объект, рядом с которым любят фотографироваться молодожены, потому что брак – это прямая дорога под землю. Все, хватит с шутками за 300, пойдемте, я лучше покажу вам настоящий портал. Сеть порталов «Чебоксарский трикотаж» окутывает всю страну. Но, судя по ассортименту, это портал куда-то в прошлое. Очень часто, когда у нас кончаются цензурные слова и выражения, мы вспоминаем этого пушистого парня. Я сижу на одной скамейке рядом с Ёшкиным котом. Мало кто знает, что на самом деле изначально Ёшкин кот писался через букву «Ё» и по легендам принадлежал бабе Яге. Звали его кот Баюн, и она запускала его в подвал, чтобы он обгладывал кости детей, которых она заманивала в свою избушку на курьих ножках. Ёшкин кот стал популярен благодаря фильму «Любовь и голуби», потому что там один из героев очень часто ругался этими словами. А предприимчивые жители Йошкар-Олы поменяли букву «Ё» на и краткую «ИО» и сделали из него символ своего города. Ну что, Тонь, давай рассказывай, какие у тебя впечатления о Йошкар-Оле за эти 2 дня? На самом деле даже немного жаль, что это закончилось. Мне кажется, я сюда захочу еще приехать, потому что, наверное, осталось еще достаточно мест, которых я не успела посмотреть. 2 дня, наверное, не совсем достаточно, чтобы изучить весь город. Мне нравится то, что здесь, в центре города, остались старые строения, одноэтажные, вот эти частные дома, это очень прикольно. Мне очень понравилось гулять по центру, кататься на потрясающей ладье. Да, это ладья, как ее окрестил наш гондольер Александр. Надеюсь, он не обидится на слово гондольер. В какой-то момент мне показалось, что мы на Титанике. Когда качалось слово. Когда вот так вот происходило, да. В Чебоксарах прекрасные памятники, Арбат безумно поразил. Чебоксарский Арбат, Чувашский Арбат, да, правильно я говорю? Да, по сравнению с Чебоксаром, в Чебоксарах только центр такой пешеходный, где можно гулять, не опасаясь машин там. Такой вопрос, что тебе не понравилось? Очень много развалин в городе, к сожалению. Наверное, самое первое, что мне бросилось в глаза в Йошкар-Оле, что это малоэтажный город. Он низкий. Фирменное решение. Мне очень понравилось, что в этом городе сейчас строится очень много многоэтажек. Это реально украшает город. Он становится как бы выше, я не знаю. То есть он растет не только в шире, но и ввысь. Это очень круто. Мне это очень понравилось. Варламов где-то поперхнулся, перевернулся. Да. Хорошо, если бы ты могла какую-то одну вещь, может быть, достопримечательность, какой-то аспект из Йошкар-Олы забрать в Чебоксары, что бы это было? Наверное, это были бы вот пешеходные зоны и бульвары с деревьями, с цветами, с фонтанами по всему городу. Чтобы это было не только в центре, а вообще на всем протяжении города. Я надеюсь, что в Йошкар-Оле в скором будущем появятся такие же высотки. На самом деле, это, Тебе нравятся высотки? Это очень круто выглядит. Это была терка из Йошкар-Олы и Чебоксар. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить следующие выпуски, и пишите в комментариях свои пары городов, которые нам стоит перетереть. Предыдущие серии можете посмотреть прямо здесь. Ну и, конечно, поддержите нас лайком, чтобы контента было еще больше и он был еще лучше. С вами был Ваня Мещихин. Пока!